Время новостей в студии Луиза Хатуева и коротко о главных событиях к этому часу. Высокогорье в ожидании народного праздника. Приложены все необходимые усилия в техническом обслуживании, освещении вот того грандиозного мероприятия. Нажаюртовский район готовится к Биноевской весне. В его произведениях оживает дух настоящих горцев. Стою, обвенчанный свободой, вдыхая ветра голоса, любуясь этим небосводом, забыв навеки адреса. В Грозном состоялся творческий вечер Шамиля Арбинина. Юные спортсмены отстаивают звание сильнейшего. В Джалке состоялся турнир по вольной борьбе. Считанные дни остаются до начала главного народного фестиваля. В Нажаюртовском районе активно готовятся к Биноевской весне. Здесь соберутся жители со всех уголков региона и гости из других субъектов страны. Участникам предстоит проявить не только свои таланты, но и показать физическую подготовку. В этом году конкурс посвящен 65-летию со дня рождения первого президента. На очередном заседании оргкомитета, которое прошло в Биное, обсудили детали подготовки. Исмина Гацаева продолжит. Биноевские горы в ожидании гостей. Ежедневно на место выезжают ответственные должностные лица. Возводятся специальные конструкции для участников концерта, расчищая территорию для спортивных соревнований. Желающие могут принять участие в 14 национальных видах спорта. Участвует еще 425 участников, по 25 человек с каждого района, плюс город Грозный и Аргунель. 17 команд. Ишта 17 команд на восхождению по 10 человек с каждого района. Любители конного спорта также смогут оспорить ценные призы. Планируется 7 заездов, победители каждого из которых получат автомобили и денежные вознаграждения. Владельцы скакунов и жокеи из Чечни и других регионов страны уже подали заявки. Скачки здесь будет проходить 3 заезда. Один заезд будет на 3 круга, другой заезд на 5 кругов. И на 7 кругов будет такой любительский заезд, там только полукрон лошади будет участвовать. Расстояние круга где-то 1100 метров, наверное, будет. И круг очень такой тяжелый. И в каждой скачке будут ценные призы, автомобили будут. Те, кто не успеют посетить Биноевскую весну, смогут наблюдать за происходящим в эфире. Для этого на месте проведения масштабного мероприятия уже развернут лагерь и передвижная студия Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозная». Учитывая всю важность и масштабность этого мероприятия, силами Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации, особенно силами телевидения ЧГТРК Грозный, нашего легендарного телеканала, телерадиоканала, мы, в общем-то, сегодня здесь саккумулировали очень серьезные силы и приложены все необходимые усилия в техническом обслуживании, в освещении вот того грандиозного мероприятия, которое имеет сегодня для чеченского народа исключительный идеологический и политический смысл. На очередном заседании оргкомитета в Биное обсудили подробности предстоящего грандиозного мероприятия. Здесь же стало известно, что в ближайшее время будут подведены итоги конкурса «Общество Биной в истории и культуре чеченского народа». Отборочный итоги конкурса «Общество Биной в истории и культуре чеченского народа. Сега номинацию, сега определительный жюри дер шойбу, сюндер ялай толчаха, предварительный итог шинат олчаха, хузах ширбенаха, цену чаттер итог подвести на цену халабу нах билгобор выходил. Больше всех предстоящему фестивалю рады местные жители. Они уже готовятся принять многочисленных гостей и показать исконно чеченское гостеприимство. Юртана из-за чего пойдет фестивалю, он элча, тигаха массометр хейши боре, кел хейши бозерхул, ах иштеэти, хейш сам удалар иштсан кайтернисла масати. Юртер багар хойч ох сам удалла бо балх донд. Моссо арвел донд саксан бо биш бо цану ю латтош донд кетчи моссо аур донд. Мы в прошлом году были на фестивале, очень понравилось. Сейчас тоже мы узнали, что будет проводиться фестиваль. Осталось
Ну, впечатление самое такое прекрасное. Adam jo samudal do bal ton qiyum mazal jasin tulsh killed aidu tabish neqshbu. Hardeg kar adal adam ta awicht gwat shaja war box belghecht o samudal ardal do adam. Также, по словам руководителя оргкомитета Мусы Ахмадова, работы по подготовке на каждом участке идут с опережением графика. 3 площадки в конце следующей недели в полной мере будут готовы встретить гостей и участников фестиваля, приуроченного к 65-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Ясмина Гасаева, Джамлел Хаджалиев. Новости. В Чечне завершила работу общественная компания «Гражданин и полиция». В ее рамках представители Московской и Хельсинской группы проверили состояние служебных помещений, участковых пунктов полиции, дежурных частей, наличие информационных стендов для граждан. Увиденным гости остались довольны. При этом они отметили, что были рады слышать от местных жителей положительную оценку в адрес полиции. Многие из граждан отметили профессионализм и компетентность сотрудников органов внутренних дел. Руслан Анханов поблагодарил за приезд представителей Московской и Хельсинской группы и рассказал о достигнутых успехах и недочетах в работе чеченской полиции. Есть, естественно, пробелы, где нам нужно обратить внимание, но со своей стороны мы приложим все свои усилия, чтобы исправить те ошибки, которые вы, в свою очередь, выявили. Это для нас наоборот плюс, то, что сегодня выявлены нарушения, которые можно своими силами исправить. Напротив, вам спасибо. Во-первых, мы такую активную поддержку во время мониторинга редко видим, надо это признать и отметить. Вам спасибо, что нашли время, пригласили нас выслушать. Это еще раз демонстрирует вашу открытость, доступность. 2 года лишения свободы условно получил житель Шелковского района за незаконное приобретение боеприпасов. Приговор был озвучен сегодня. Было установлено, что в 2006 году Иса Астамиров приобрел патроны от автомата и пистолета. Правда, неясно с какой целью. Свою вину мужчина сразу признал и активно сотрудничал со следствием. Все подробности у Луизы Андеевой. Достоверно осознавая общественно опасный и преступный характер своих действий, Иса Астамиров в 2006 году приобрел боеприпасы. Так говорится в обвинительном заключении 41-летнего мужчины. Астамиров был задержан в июне текущего года Управлением ФСБ России по внутренним войскам МВД России. В 2006 году около 14 часов 40 минут, находясь на участке местности, расположенном по Союзному району Республики Дагестан, вне населенного пункта, а именно в 44 километрах от станицы Шелковская Шелковского района Чеченской Республики, за пустующим нежилым помещением обнаружил оставленные там неустановленным лицом материалы, в отношении которого введены в отделе производства 15 патронов, являющиеся, согласно заключению эксперта номер 292 К от 15 июня 2016 года, промышленно изготовленными боеприпасами, патронами калибра 5,45 образца 1974 года, автоматом и порученным пулеметом конструкции Калашникова. Вещественные доказательства, патроны калибра 5,45 в количестве 10 штук и калибра 9 мм в количестве 11 штук были изъяты из домовладения Астамирова. Следствие длилось недолго. Практически с момента задержания Астамиров полностью признал свою вину. Приговор озвучили на заседании суда. Признать Астамирову Ису Мусаевича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств МВД России по Шелковскому району боеприпасы подлежат уничтожению в установленном законом порядке. Астамирову уже предписано не менять место жительства и периодически являться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту проживания. Луиза Андеева, Ислам Расуев. Новости. Все чаще пользователи мобильных телефонов становятся жертвами интернет-рассылок. Сообщения в сети информируют о несуществующих акциях и предупреждают об опасности, которой на самом деле нет. А некоторые интернет-мошенники идут дальше, наживаются на сострадании людей. Об аферистах в сети расскажет Седа Сапарова. Она с трудом согласилась на интервью с условием, что мы не покажем ее лица. Год назад Амина стала одной из тысяч женщин, обманутых мошенниками, которые распространили в приложении WhatsApp следующую рассылку.
Внимание всем родителям, имеющим 3 и более детей. Если у вас есть первоклассник, обратитесь с заявлением в Управление соцзащиты для получения 14 тысяч рублей. Просьба скинуть во все группы. В добрый путь, первоклассник. В сети эта рассылка впервые появилась год назад, как раз в период подготовки детей к школе, поэтому вызвала небывалый ажиотаж среди населения. Воспользоваться предложенной доброжелателями услугой поспешила не только Амина, но еще несколько тысяч человек. Толпы людей тогда практически заблокировали работу районных отделов занятости населения. Сегодня Амина признается, стыдно за то, что так легко пошла на поводу у мошенников, предварительно даже не проверив информацию. На то, чтобы собрать ребенка в школу, нужна достаточно крупная сумма, чтобы купить портфели, тетради, книги, учебники. А у меня не один ребенок, а их целых 3. И в семье недостаточно денег, чтобы все это взять. И поэтому, увидев в сети данную рассылку, я удивилась и поверила в это. И когда я пошла в Минтруд, я думала, мне дадут дополнительно 14 тысяч. И вы не представляете, я увидела там тех же женщин, которые были обмануты. И нам достаточно долго объяснялись, что это была или шутка, или я не поняла. Но в конце я осознала, что это была афера. Позже оказалось, сообщение такого же содержания уже распространялось ранее среди жителей не только России, но и стран СНГ. Спустя почти год оно снова появилось и стало еще более активными темпами пересылаться друг к другу. А значит, и работа сотрудников Министерства труда и социального развития региона, возможно, вскоре снова будет заблокирована желающими получить, как говорится в сообщении, якобы положенные им 14 тысяч рублей. По словам представителей ведомства, Минтруд регулярно становится объектом атак со стороны мошенников. По линии Министерства труда и соцзащиты не предусмотрено такого вида выплаты. И просьба гражданам, чтобы они не верили таким вещам. Если какие-то новые выплаты вводятся, мы в средствах массовой информации выступаем, наоборот, призываем людей, граждан, родителей, чтобы они обращались именно в наши органы соцзащиты. Другое дело, если человек понимает и уходит, но если он не получил желаемый ответ, естественно, неудовлетворенные граждане, они и возмущаются, естественно, это и на настроение людей, даже на работу наших специалистов тоже, можно сказать, негативно отражается. Рассылки, распространяемые с помощью мобильных приложений, чаще всего выглядят как предупреждение от доброжелателей, спешащих поведать всему миру о приближающейся угрозе. Так, в начале лета немало шума наделало аудиосообщение о случаях заражения сибирской язвой. Неизвестная женщина дрожащим голосом спешила рассказать пользователям сети о десятках заразившихся, умирающих в инфекционной больнице и призывала не покупать мясные продукты. Минздрав региона тогда незамедлительно опроверг информацию о случаях заражения сибирской язвой. Однако эта тема не утихает и по сей день. Часто мошенники подобные рассылки связывают с человеческими жизнями. Пытаясь нажиться на сострадании пользователей, они вбрасывают в сеть сообщения о якобы больных детях, требующих срочного дорогостоящего лечения. Кроме того, регулярно появляются интернет-страшилки о массовых пропажах людей. Вот, допустим, за последний год было очень много сообщений о якобы пропаже людей. Пропажа, похищение. Когда мы начинали это выяснять, выяснялось, что люди, которые прописаны в этих сообщениях, они или спокойно живут у себя дома, а кто-то из друзей взял, так пошутил, или же кто-то взял и написал номер конкретного человека, запустил эту рассылку для того, чтобы просто ему за что-то отомстить, что вот так вот плохо подшутить над человеком. Или же действительно бывали случаи, когда на самом деле ни этого человека не существовало, ни даже адреса такого не существовало, по которому этот человек указан. Однако нередки случаи, когда благодаря таким рассылкам удавалось находить пропавших без вести людей, спасать жизни. И если человек попал в беду и распространение рассылки является жизненно необходимым, следует учесть несколько правил, которые не позволят потом сообщению десятилетиями бродить на просторах сети.
Гуляют сообщения о том, что якобы вот сейчас он записан в таком режиме, что вот сейчас прям случилось, а на самом деле это бывает случилось и месяц, и год, и два, и три назад, по-разному бывает. Поэтому, раз уж так или иначе люди это делают, было бы очень хорошо, если при этом говорили дату и время. С момента массовой рассылки о выдаче денег прошел почти год. Не стоит сомневаться, что очередная сенсация – только вопрос времени. Главное здесь не забывать. Любая информация о социальных выплатах и распространении болезней в первую очередь появится в официальных источниках, а не в приложении WhatsApp. Седа Сапарова, Лариса Джибраилова, Муслим Типаев и Дани Хавхаров. Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства отметили профессиональный праздник. Муслим Зайпулаев поздравил работников отрасли с Днем строителя. Особыми гостями встречи стали ветераны труда. Наиболее отличившихся сотрудников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Правительственные награды получили 50 специалистов. Работаю уже 10 лет, 11 год пошел. Вот получила благодарность, это стимул, чтобы лучше еще работать. Вот. Работаю, чтобы республика процветала. Строить объекты – это интересно, очень смотреть от фундамента до кровли, как все происходит. Мне нравится моя работа. Глаз радует. Например, введено у нас были дома после оползни. Там за 14 дней построились эти дома. Сжатые сроки, и наши строители успевают все строить. В селении Саисан Жиртовского района продолжается реконструкция дороги, ведущей к Зиярту и Влията Шухаджи. Почти 9 километров будет заасфальтирована, а прилегающая территория благоустроена. Также в горном селении идут работы по строительству моста протяженностью 12 метров. На объекте задействованы десятки рабочих. В настоящее время строительство находится на завершающей стадии. Совсем скоро объект будет сдан в эксплуатацию. تاني زر كركاسيش دوت شين قادينا بوكوالنا تاني كركاسين تو دردو تاو نيق تريك شكلو حلاينا شو زسيب كاين حلاي بيش بوكارنا سول تاو جي اسواتيل كان دال دو قردي بوكوالنا تر او بيش شين قادينا دابير بوكاردو. Чеченский государственный университет в эти дни стал центром притяжения программистов, разработчиков и веб-дизайнеров. В технопарке вуза проходит форум «Хакатон лето-2016». С его участникам необходимо решить проблему программирования, работа в режиме нон-стоп за 24 часа без перерыва на сон. По итогам марафона лучшей будет признана команда, которая наберет большее количество баллов. Конкурс проходит в рамках реализации программы развития студенческих объединений. В его произведениях оживает дух настоящих горцев. В Грозном состоялся творческий вечер Шамиля Арбинина. Поздравить поэта пришли родные, друзья и поклонники его таланта. Работы молодого автора о глубоком и вечном способны затронуть душу каждого читателя. В этом убедилась Сейхут Матакаева. Поэт – это тот человек, который говорит правду, вне зависимости от того, что происходит вокруг него. И не тот, кто обязательно рифмует слова. Так можно оценить его творчество. Большинство произведений Шамиля Арбинина, а именно под таким псевдонимом Шамиль Саидов больше известен читателям, пронизаны философской и религиозной тематикой. Всегда жизненные и оригинальные. Его стихи способны влюбить читателя навсегда. Стою, обвенчанный свободой, вдыхая ветра голоса, любуясь этим небосводом, забыв навеки адреса. Большое место в творчестве поэта занимает стихи, посвященные родине. Как настоящему мастеру слова ему удается воскресить гордый дух горцев. Неотъемлемой частью его творчества является и описание нашей величественной природы. Но этим поэт не ограничивается. В его репертуаре присутствуют произведения, способные тронуть душу даже самого взыскательного читателя, вынося на его суд размышления о глубоком и вечном. Его творчество мне напоминает творчество Лермонтова, своеобразное одиночество и какая-то своеобразная глубина в его стихотворениях. Это, я думаю, привлекает не только меня, но и других читателей его стихотворений. Творческий вечер Арбинина в Чеченской Республике проходит впервые. В его имя новое в литературе. В большинстве своем читатели познакомились с его творчеством через социальные сети. А такие встречи способствуют выявлению и популяризации начинающих писателей, расширяя границы литературы. Вы знаете, вообще-то
поэты говорят, что если даже написал несколько стихотворений, но это стоящие стихи, то ради этого, конечно, стоит выпускать сборники стихов. Поэтому таких стихов у него в сборнике, безусловно, есть. Они очень интересны. В них есть содержание, есть глубокий смысл. Среди гостей вечера близкие коллеги и друзья Арбенина. Их, знающих поэта вне его творчества, наверное, можно назвать самыми преданными ценителями его поэзии. В жизни он совершенно другой человек. Он веселый, общительный, очень грамотный. Есть о чем поговорить, есть о чем поспорить, подискутировать. Вот, скажем так, всесторонне очень развитый человек и очень хороший друг. Мне нравится то, что он в стихах умудряется сказать то, что некоторые люди даже в прозах не могут сказать. Он очень, скажем так, жестко, грамотно, четко, в лицо, в лоб, так завуалированно, очень аккуратно преподносит стихи. Мне очень нравится его стиль. Ну а совсем скоро свет увидит новая поэма Арбенина «Войнавское сказание», в которой он говорит о нашем народе и лучших его представителях. Хутма Такаева, Булат Паканаев, новости. Невероятно зрелищные поединки ожидают зрителей международного турнира по кикбоксингу, который пройдет в Грозном. Он состоится уже 23 августа в спортивном комплексе «Колизей». Здесь соберутся титулованные спортсмены из разных стран. В главном бою вечера боец клуба «Ахмат» Забит Самедов будет оспаривать титул чемпиона мира. Состоятся и 2 реваншевых боя. Подробности у Магомеда Ламаркаева. После трехнедельного сбора в Болгарии кикбоксеры клуба «Ахмат» в полном составе вернулись в Грозный. Подготовка к турниру продолжится уже в Гудермесском спорткомплексе. Чеченский клуб на соревнованиях представит много ярких бойцов. Один из них – Турпал Такаев. За свою профессиональную карьеру он провел 24 боя, 19 из которых выиграл. Обладает сильным ударом. Об этом свидетельствует и то, что большинство своих побед Турпал одерживал нокаутом. Несколько раз становился чемпионом мира в тяжелом весе. Я выступал за многие страны. Казахстан, Турция, бывало, 2 года жил в Таиланде. Сегодня, например, для меня большая честь и гордость смотреть, как наши бойцы выступают на мировой арене, и что мне сегодня звонят и пишут там по всяким соцсетям иностранцы, которых я знаю уже на протяжении 7-8 лет, и спрашивают, как к вам попасть, как попасть на Ахмат, как вы выступаете, как вы там живете, потому что даже еще турнир не организован, они уже наслышаны об этом турнире. Это на самом деле очень большой шаг. Все промоутерские компании тратят там, не знаю, уйма времени, кучу денег для того, чтобы развить популярность, скажем, этого спорта во всяких разных регионах. Но наши болельщики, фанаты, скажем, и поддержка нашего руководства, в первую очередь главы нашей республики, я считаю, что это вообще грандиозный шаг. Еще один боец, представляющий клуб «Ахмат», Хасан Халиев, выступит в весовой категории 75 килограмм. На профессиональном ринге он ни разу не проигрывал. В своем 10-м поединке ему предстоит встретиться с опытным белорусским бойцом Максимом Сподаренко, в активе которого 25 боев. По словам Халиева, настрой на турнир у него особенный. Дополнительную мотивацию придает и то, что он приурочен к 65-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. Так как этот турнир приурочен к дню рождения первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, все бойцы наши, все, включая всех приезжих, даже бойцов наших, именно ахматовцев, мотивированы, все, иншаллах, на 100% заряжены, готовы. И если есть на то воля Всевышнего, иншаллах, мы покажем хороший уровень, и победа, иншаллах, будет за нами. Я давно хотел выступить на таком турнире, сильнейшем турнире, можно сказать, в мире. Также зрители ожидают и 2 реванша. В одном из них в весе 71 килограмм сойдутся ахматовец Сайфуллах Амбахадов и спортсмен из Грузии Тамаз Изория. В прошлом своем поединке в начале этого года представитель Чечни проиграл решением судей. По словам Амбахадова, тогда на исход матча повлияла плохая подготовка. Ну а сейчас, имея хорошую тренировочную базу, он уверен, что обрадует публику красивой победой. Выехали на сборы при поддержке главы Чеченской республики Рамзана Ахмадовича. Провели сборы под руководством главного тренера Сайхана. Я хочу доказать, что первый раз это была случайность, первый раз это была моя ошибка. Я боксирую более серьезными соперниками. И, конечно, там Изория тоже не подарок, но я хочу доказать, что я лучше. Иншаллах, по милости Всевышнего, я докажу это, докажу на
в родной земле, в родных стенах. Турнир по кикбоксингу K1 пройдет 23 августа в Колизее. В нем состоится 13 поединков, главным из которых за титул чемпиона мира по версии WBC Muay Thai сойдутся боец из Азербайджана с мировым именем, представитель клуба Ахмат Забит Самедов и спортсмен из Румынии Каталин Морошану. Прямая трансляция будет вестись на телеканалах Матч ТВ, Грозный и Бокс ТВ. Магомед Ламаркаев, Расул Арцухаев и Зелим Закаев. Новости. В Джалке состоялся турнир по вольной борьбе. В нем приняли участие более 100 спортсменов со всей республики, а также из соседних регионов. Состязанию посвятили 65-й годовщине со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова. Итоги боев в материале из Наура Заурбекова. Открывая турнир, организаторы рассказали участникам о жизни первого президента республики, памяти которого и посвятили эти соревнования. Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2004 года, посвященный 65-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской республики, героя России Ахмата Кадырова, объявляю открытым. Несмотря на свой юный возраст, ребята показали интересные схватки. Но все же есть над чем трудиться, отмечают организаторы. Ребята борются хорошо, азартно, но есть много в плане, скажем, не техники, а сколько психологический момент, да, вот ребят. Проигрывают психологически ребята, потому что они сковываются, комплексуются, и тем самым они себе мешают выигрышу. Надо больше, я так думаю, работать с ними больше психологически. Надо ребят возить, совершенствовать ребят и идти вперед. Поболеть за ребят пришли родные и близкие со всего Гудермесского района. Перспективный бережду, когда диглетер до элавит, успешный до элавит, цель массерия до элавит. Турнир собрал около 100 спортсменов. В нем приняли участие и борцы из соседних республик. Участвую не впервые в Чеченской республике. Вышел в финал этого турнира и думаю, не впервые. Я думаю, еще не раз приеду сюда. Наша команда участвует в этом турнире первый раз. И, конечно, рады. Приятно участвовать, конечно, на таком турнире. У нас участвует двое спортсменов. Один на 32 килограмма в финале, второй 46 килограммов будет бороться за третье место. Помимо того, что такие турниры способствуют развитию спорта, именно здесь раскрываются спортивные таланты. Чем больше мы будем проводить у себя дома турниры, соревнований, больше у ребят появляется стимул заниматься спортом. И у нас после каждого соревнования у нас будет очень большой поток детей, желающих заниматься видом спорта. У нас и так занимается за 25 тысяч человек в нашей республике. Основной это федерация спортивной борьбы, это вольная борьба, это греко-римская борьба. И это дает большой импульс для наших подрастающих, нашей молодежи, наших спортсменов. По окончании турнира победители наградили кубками, медалями, дипломами и денежными призами. Из Наур Заурбеков, Хаважи Мунаев и Магомед Шатаев. Новости. В Грозном на шахматном турнире оспорили Кубок профсоюзов. В соревнованиях приняли участие 34 шахматиста. Состязания посвятили 65-й годовщине со дня рождения первого президента. Лариса Джабраилова расскажет, кто отстоял звание сильнейшего. Кубок профсоюзов разыгрывается уже в 11-й раз. Сегодняшний турнир объединил шахматистов из 14 профсоюзов республики. 34 участника сразятся за звание сильнейшего. Состязание проходит по швейцарской системе, когда победителем становится шахматист, набравший наибольшее количество очков в личном зачете. Победители прошлых лет также принимают участие в турнире. Между ними проходит отдельный шахматный бой. За месяц до турнира мне сказали, что будет турнир, юбилейный турнир, и надо было серьезно подготовиться к этому турниру. Потому что там были тоже сильные участники. Повезло в этом турнире выиграть. Очень сильная борьба была. Осенью чемпионат республики будет. Если получится, там тоже собираюсь участвовать. Шахматный турнир, приуроченный ко дню рождения первого президента Чечни, стал уже традиционным. Организаторы отмечают, с каждым годом повышается уровень мастерства участников. А что касается шахмат, для нас это особый вид спорта, требует наличия колоссального таланта.
таланта. И разносторонний должен быть человек. Он должен и иметь стратегическое мышление, и тактически реагировать на каждое изменение. И мы не случайно этот вид спорта избрали и приурочили данный турнир к дню рождения первого президента, героя России Алмаз Хадж Кадырова. Мы знаем, что был именно таким он человеком, мудрым, терпеливым, дальновидным, заботящимся не только о своей семье, но и о всех жителях нашей республики, да и страны в целом. В этом виде спорта главное острый ум, терпение и выдержка, уверен Шамиль Межиев. Любовь к шахматам передалась ему от младшего брата, победителя многочисленных соревнований. Теперь Шамиль и сам опытный шахматист и призер чемпионата республики. Естественно, каждый продумывает ходы, придумывает свою партию, которую он будет играть, планирует. Но это не всегда не удается, это очень трудно рассчитать, потому что никогда невозможно предсказать, как думает твой соперник, и очень трудно бывает. Приходится импровизировать, да. Обладателем Кубка профсоюзов по итогам 7 туров стал Ломали Аюбов. Призеры турнира получили дипломы, кубки и ценные призы. Лариса Джабраилова, Булат Баканаев и Алаш Издамиров. Новости. А на этом все. Спасибо, что были с нами.